Вглядываясь в чистые лица чеченских женщин, каждый раз восхищаешься прекрасным творением Всевышнего. Воистину, Бог знал, кому предоставить право продолжения рода человеческого. Особое почитание женщины-матери у чеченцев издревле считается обязательным условием существования общества. Мужчина только хозяин дома, а женщина – хранительница очага. Женщина-мать пользовалась уважением у всех народов, но на Кавказе у нее особый статус. Слово «женщина», «нана» для любой чеченской женщины, да и не только женщины, я думаю, что это воплощение добра, мира и созидания. Человек, воспитанный добропорядочной чеченской женщиной, он обязательно будет патриотом своего народа, своей республики и своей страны. Он никогда не обидит ни имущего, больного, немощного. Он никогда не согнет спину перед власть придержащими. Он никогда не обидит женщину. К примеру, величайшим позором считалось непочитание матери и ее родственников. Подчеркивая уважение к родственникам своей матери или своей жены, мужчина был обязан сойти с коня прямо при въезде в село, где они живут. Стоило кровному врагу коснуться подола любой женщины из рода кровника, как оружие, направленное на него, убиралось в ножны. Теперь он под ее защитой. Известно также, что при самых тяжелых столкновениях, ссорах между мужчинами, даже между кровниками, когда появлялась женщина и бросала свой платок между ними, уважая ее, противники прекращали поединок. Такое же уважение к их сестрам и женам, как к будущим и настоящим матерям. Слово «мама» первое в нашей лексике, и оно остается святым до конца наших дней. Мы произносим его в трудную минуту, невольно прося ее о защите. Произносим в радости, благодаря за подаренную жизнь. Слово «чеченец». Этим все сказано. То, что женщины – надежная опора для нас, мужчин, подтвердили драматические события в Чеченской Республике последних 15-20 лет. На хрупкие плечи наших женщин, вне зависимости от национальностей, легло тяжкое бремя – спасать мужчин. И они с честью выполнили этот долг. Много примеров мужества женщины, матери можно привести. Сотни, если не тысячи спасенных мужских жизней, каждодневная забота о добыче пропитания и, конечно, как и всегда, воспитание детей. Это лишь малая часть тех каждодневных испытаний, того ежедневного подвига, выпавшего на долю наших женщин, по глупости мужчин, решивших поиграть в большую политику и победоносную войну. Я очень рада и горжусь тем, что у чеченской женщины хватило мудрости понять, что в создавшейся ситуации не виноваты чеченские мужчины. Это федеральный центр того времени, меняя общественно-политический облик страны, на время ослабил контроль над подвластной ему территорией. Что из этого вышло, мы все с вами знаем. И поэтому женщина, чеченка, она превратилась и в защитницу, и в добытчицу, и в кормилицу, порой единственную в семье. Но у меня возникают опасения, что чеченским мужчинам это несколько понравилось. И вот этот фактор иждивенчества, он несколько затянулся. Да, конечно, есть и безработица. Да, конечно, трудно устроиться на работу. Но есть же собственные огороды. Есть же возможность, у нас же бурьяном заросли. Угодья. А мужчины работать не хотят. Они, в общем-то, привыкли вот к этой... А все-таки надежда на изменения, на лучшее есть? Думаю, скажем, в сердцах женщин. Думаю, что да, потому что рано или поздно все равно кормить свою семью – это святая обязанность любого чеченского мужчины. Высокое имя чеченской женщины, ее подвиг во имя народа был по достоинству оценен. Указом президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова каждое 3-е воскресенье сентября будет отмечаться День чеченской женщины в ранге государственного праздника. После всего пережитого и того, что ими сделано для нас, мужчин, чеченская женщина, как ни одна другая в мире, заслуживает уважительное отношение к себе.
Тем не менее, хамство мужчин по отношению к ним, подчас от тех, кто призван стоять на страже законности и порядка, повергают в уныние. Можно сказать только одно. Уже одним этим они расписываются под тем, что они не мужчины и не чеченцы. Я не думаю, что чеченские мужчины уж так больно плохо относятся к чеченской женщине. Иначе мы бы такие прекрасные песни о наших мужчинах, о любви, о жизни, жизнеутверждающие песни не создавали бы. Да, наверное, нам не каждый день дарят букеты цветов, а иные, наверное, даже и умирают, вовсе не получив в жизни ни один букет цветов. Нам каждый день не поют дифирамбы, но мы с детства приучены к тому, что мужчина – это наш защитник, это наша опора, это будущее. Равняясь на него, должны расти наши дети. И поэтому, как бы тяжело ни было чеченской женщине, порядочная чеченская женщина при своих детях, да и при чужих тоже, не будет хаять отца своих детей, не будет плохо говорить о родственниках мужа или же своих собственных мужчинах. Ибо не зря же говорят, из него мужчину сделала она. Мне кажется, наши мужчины действительно онхвы, но им всегда нужна вот именно та оправа из чеченской женщины, которая из них действительно делает настоящих онхвы. Женщина несет в мир жизнь, любовь, красоту и нежность. Это ее великое предназначение. Для каждого уважающего себя мужчины внимательность, отзывчивость и предупредительность в отношении с женщиной должны стать вопросом чести. Мужчины, не забывайте, что нашим матерям, сестрам и женам мы обязаны тем, что сумели выстоять и выжить как народ в годину самых тяжких испытаний. Мне бы очень хотелось бы, чтобы со мной разговаривали, как подобает разговаривать с чеченской мужчиной. Война закончилась, КТО отменили. Наверное, пора перестать человеку с ружьем быть хозяином на нашей улице. И если меня ни в чем криминальном не уличили, разговаривать со мной при помощи приклада автомата. Я имею в виду не только себя, я еще за себя могу постоять, но с моими сестрами, с женщинами чеченскими, я думаю, что пора поставить этому заслугу. И нужно научиться нам все-таки хотя бы теперь говорить друг другу правду. Дорогие женщины, никогда не забывайте о том, что мы вас любим и благодарны вам за все, что вы для нас сделали.